Чем отличаются ингушские комары от остальных сородичей? Ответить на этот вопрос поможет смекалка. На нее и базовые знания рассчитывали участники брейн-ринга. Интеллектуальная игра прошла на базе медико-технологического колледжа. Ее приурочили к декаде ингушского языка. О процессе и результатах узнаем у Тамары Хашагульговой. В каком году вышла газета «Сердало», как будет апрель на ингушском, а еще дополнить пословицу или перевести фразеологизм. 2 этапа по 15 вопросов в каждом. Брейн-ринг на знание родного языка проходит в ожесточенной борьбе. Знатоки, галы, чапельгиш, онды и орлы юриспруденции. 5 команд по 5 игроков в каждой. И меньше минуты, чтобы дать правильный ответ. Эрудиция, логика, знание родного ингушского и командный дух. Брейн-ринг – это больше про интеллект, но не обходится здесь и без веселых и необычных вопросов. К примеру, ингушские комары не кусают, а жалят, а слово «носорог» созвучно со словом «кабан». Задание проходило разделенно, то есть каждому были даны задания, и они подготавливались по этим заданиям в течение недели. В самом брейн-ринге сложные задания вышли те, что узнал перевод на ингушский именно слов, которые мы не знаем, которые редко встречаются. Например, это носорог, такие слова, бегемот, такие слова. Несколько часов напряженной борьбы. Вот жюри наконец готово озвучить результаты. Лучшей по итогам 2 туров стала команда «Онта». Амина Ведижева признается, к игре они не готовились, потому как узнали о ней только за час до начала. Для будущих педагогов этот результат как доказательство того, что профессию выбрали правильно. Вопросы несложные были, самые банальные вопросы. Были также вопросы, связанные с пословицами. Там немножко затруднения были, но все же мы справились. То же самое с этим фразеологизмом. Сделать перевод таржамди. Мы написали «опозориться», но оказалось «превзойти». В какой команде больше всего знающих и любящих родное слово определяло компетентное жюри. Брейн-ринг – это не только про умение переводить слова и знать их значение, но еще и про грамотную речь, умение правильно доносить смысл предложений. Именно с этим у участников и возникли проблемы. Когда мы подошли уже к соревнованию, касающемуся грамматики, здесь уже возникли затруднения. Почему? Потому что предложения, у нас специально были такие предложения, которые нужно было перевести с русского языка на ингушский. Мы взяли самые популярные ошибки. Сегодня в мире существует более 6000 языков, 43% из которых находятся на грани исчезновения. Поэтому донести до молодежи, что язык – это не какой-то этнографический экспонат, а настоящая живая материя и способ самоидентификации – первоочередная задача для Комитета по делам молодежи. Ну а мероприятия в рамках декады ингушского языка продолжаются. Впереди встречи со знатоками родного языка и не только. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.